основать клуб по интересам. Сначала это была просто WhatsApp-группа, потом эта группа начала где-то выступать помаленьку. Мы обмениваемся стихами, мы обмениваемся песнями, мы встречаемся, мы радуемся друг другу. И вот уже 20-й год, да, в этом году нам будет 2 года. Удивительные люди у нас тоже, и абсолютно разношерстные, разномастные, разновозрастные. И вот часть из них сегодня здесь, часть из них сегодня для вас спою. Ну, а кроме того, мне, конечно бы, очень хотелось сказать о КСБ «Ленская волна», потому что не было бы «Ленской волны», не было бы меня здесь, потому что в 98-м или 99-м году я пришла, не помню, когда я пришла туда за бессмелым рокером, который вообще говорит: а что такое авторская песня, да, там бородатые мужики, там свитера с оленями, и у костра сидят, и пьют водку из больших кружек, ну и вообще лыжи в печке стоят, да. Так вышло. Сначала туда пришла как журналист писать статью, ну, собственно говоря, и осталась. Поэтому корни все оттуда, корни все из Ленской волны, и вот здесь у нас Татьяна Владимировна Тарасова, Олег Милюков, вот именно с Ленской волны. Поэтому тоже очень рада, что пришли, что поддержали. Спасибо. Ну и мы возвращаемся обратно к нашим песням. Берешь, вам слово. Добрый вечер. Да, ну вот сегодня собрались в квартире. Очень рад присутствовать. Ну вот, хочу начать выступление с песни недавней. То есть вот буквально написал ее, начал с сентября, завершил где-то зимой. Снег выпал, но песня об осени. Воспоминания о лете, то есть. Ну, осенняя песня, конечно, самое воспоминания о лете, ушедшие. Закончилось лето, луч солнца блеснет лишь украдкой. Давно уж погашен весел костер за палаткой. Иду по аллее, рассыпанные листья по краю, и мрачные тучи развеют все мысли о рае. А листья, пожелтевшие листья, как письма, позабытые письма по лужам, раскидывает ветер и тонут воспоминания о лете. Погоду загадку понять не могу без прогноза. Опять +4, и пусть это лучше мороза. А ночью природа укроет наш сон белым пледом. И утром, конечно, друзья скажут с первым снегом. А листья, пожелтевшие листья, как письма, позабытые письма по лужам, раскидывает ветер и тонут воспоминания о лете. Что будет, не знаю, листаю о прошлом страницы, и вновь замелькают до боли знакомые лица. Беседы и песни, бокалы с вином и улыбки. Но осень захлопнет в гостиную эту калитку, а листья, пожелтевшие листья, как письма, позабытые письма по лужам, раскидывает ветер и тонут воспоминания о лете.
песня. Начал писать, интересная история песни лет 30 назад. Начал писать ее. Написал, что песня 30-летней давности. Но может созрел как раз ее написать. Нет, ну заброшена была, не помню, как под сукном. Ладно. Я родился весной, все расцвело кругом, и подснежник казался самым чудным цветком, а детские годы были сладким сном. Я мечтал в эту пору собрать самолет, по бескрайней реке разогнаться в полет, но горячее солнце растопило лед. Завтра, быть может, завтра я сумею сделать все, что хотел. Завтра, быть может, завтра, а сегодня много важных дел. Мое лето кипело, пот съедал глаза, я в работе увяз, позабыв тормоза. О полете я вспомнил, когда смолкла гроза. Наступила осень, пожелтел пейзаж, у моей мечты заржавел фюзеляж, и я стал забывать про крутой пилотаж. Завтра, быть может, завтра я сумею сделать все, что хотел. Завтра, быть может, завтра, а сегодня много важных дел. Стая птиц растворилась в сырой синеве, выпал снег и не тает на моей голове. И я не летаю даже просто во сне. Стало холодно вдруг, и я понял, да, что полет мой отложен скорее навсегда, и не сбудется детство, мечта никогда. Но завтра, я знаю, завтра я брошу точно все дела. Завтра, я знаю, завтра я взлечу на самолете в два крыла. Завтра, быть может, завтра, знаю, сбудется заветная моя мечта. Завтра, я знаю, завтра унесут меня на небо два крыла. Унесут меня на небо два крыла. Браво! Спасибо. Очень нормальная песня. Вот сейчас эта песня, вот тут сидят авторы, Наталья Гоголева, стихи. Песня про то, стихи, мелодии написала Юлия Гурьева, она тоже здесь. Вот, эту песню хочу спеть. Как слышно, да, вы уже, да? Ага, просто отсюда не слышу песню. Хорошо. Ночь в Якутске, в Москве тихий вечер. Ты идешь по Арбату, не торопясь. С неба дождик тебя обнимает за плечи и целует безумно, никого не стыдясь. Это дождь, сумасшедший и грешный, сквозь одежды твои нежно к телу припал, и с какой-то страстью нездешней очень долго и нежно тебя целовал. С губ дождинку поймаешь ты жадно, и, надеюсь, конечно, все сразу поймешь. Просто я
чтобы быть лишь с тобою рядом. Превратился сегодня, превратился в дождь. Просто я, чтобы быть лишь с тобою рядом, превратился сегодня, превратился в дождь. Ночь якутский, в Москве тихий вечер. Ты идешь по Арбату, не торопясь. С неба дождик тебя обнимает за плечи и целует безумно, никого не стыдясь. С неба дождик тебя обнимает за плечи и целует безумно, никого не стыдясь. Артисты, они могут петь до бесконечности. Давайте мы на время уступим микрофон. Кто-нибудь еще? Вот Танечка тут выступала, и говорит, вот они из Ленской волны. Татьяна Владимировна, Олег Милюков, а я. Вот с глаз долой, из сердца в рот. Да, вот за это тебе страшное наказание. Иди и пой. Священников не возвращайся. Как? Чтобы все звучало. Как хорошо, что Игорюша у нас лег нам в разум, выступил самый первый. Того уже не так страшно, хотя все равно страшно. Вот, прежде чем начать, я хотела просто сказать буквально два слова, что практически весь репертуар у меня, который я пою, те песни, которые я пою, как раз вот из Ленской волны, те песни, которые мы пели, сидя у нашего шикарнейшего просто камина в виде гитары. У нас были такие замечательные подсвечники из шампанских бутылок, отглавленных воском. И было так хорошо, правильно, так замечательно. Поэтому вот начнем. Кто знает, подавайте, пожалуйста. Собирались маскара, обнимались ласково, пели балладу, пили, курили. День прошел, как не было, не поговорили, виделись, не виделись, ни на что обиделись, помирились, встретились, шуму натворили. Год прошел, как не было, не поговорили. Так и жили наскоро, и любили наскоро, не жалея тратились, не скупясь дарили. Жизнь прошла, как не было, не поговорили. У нас была такая замечательная присказка, как раз таки вот не поговорили. Кто принес стол гитару, как насчет поговорить? И еще одна песня, кстати,
из моих любимейших песен, которую я... Некоторые песни все равно ты не поешь, потом вспоминаешь, поешь, потом опять не вспоминаешь. Но эту песню я помнила всегда, потому что, ну, наверное, она такая очень жизненная. Виктор Луферов, «Листопад». Приходите, приходите, приходите же гурьбой, как осенний листопад. Говорить поперек, говорить в разнобой, говорите не в попад. Ради Бога, приходите, трубки дымные курить, отряхните пыль дорог. В доме звук собак не держит, квартиры цифры те же, и исправности звонок. Нетерпение, ожидание, я окно раскрыл напрасно, и уши вышло так само. Листопад любил под сердце, обещал лист кленовый, одиночество клеймо. И листу, как занавес, вдруг сорвало, обнажая небо хмурого краю. Я понял, что не стоит никого винить на свете в одиночестве своем. Приходите, 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 чтобы было, как осенний листопад. Говорите поперек, говорите в разнобой, говорите не в попад. Ради Бога, приходите, трубки дымные курить, отряхните пыль дорог. В доме звук собак не держит, в квартире цифры те же, и неисправности звонок. Нетерпение, ожидание, я окно раскрыл. Очень-очень женскую, несмотря на то, что ее написал мужчина Александр Блок, а музыка как раз мы вот сегодня помянули Станислава Гринберга. Надеюсь, что я слова не забыла. Улетает светлый ветер, наступает серый вечер, ворона канул на сосну, трону самую струну, трону самую струну. В стране чужой и темной, как ты вспомнишь обо мне, о моей любови скромной, закручинишься во сне. Закручинишься во сне. Пусть душа твоя мгновенно над тобою неизменно. Гордость юная твоя, верность женская навек. Не гони летящий мимо призрак легкий и простой. Если будешь мой любимый счастлив с женщиной другой, счастлив с женщиной другой, ну так с Богом вечер близок, быстрый лед касаток низок, надвигается гроза, ночь глядит в твои глаза, ночь глядит в твои глаза. Пусть душа твоя мгновенно над тобою неизменно. Гордость юная твоя, верность женская. И я сейчас хочу все-таки уйти отсюда, чтобы предоставить слово другому нашему замечательному другу, но прежде чем я ему позволю петь самому, мы с ним споем вдвоем. Александр Фролов.
впервые. Так что можно сказать, пока вот некий дебют. С микрофонами поем впервые. А ему не надо, у меня одна гитара одна. Мой любимый Олег Григорьевич Митяев, нет, наш любимый Олег Григорьевич Митяев, и песня называется «Самая любимая». Самую любимую ты была моей.
светят наши истины до ночи. И завтра нам не надо будет уезжать в союз, печать, где право ждет нас, что беда без строчек с глупой бросчаткой туман не оборвет нам песни. Как далеко не уезжал, я буду с вами вместе. Как далеко не уезжал, я буду с вами вместе. Все нужно спать, припасть к стеклу и вспоминать. Сегодня говорят, у одного хорошего мужика день рождения? Да, у Олега день. Поэтому почему бы и не? Слова дело не в тебе самом. Жизнь тяжела, болит с умом. Пузом напирает, хочет выдавить из круга мафии. И поддаться снурью удается с трудом. Госпожа удача позабыла твой дом. Видимо, ее казнится когда ты брел лапу, среди толкучки людской, бежал, пугая судьбу, как тряс пиво с тоской. Мог ли думать, скажи, что бородатого крав, какой-то встречный мужик возьмет тебя за рукав, скажет, прищурясь, ты не знаешь, здравствуй, Казань. Здравствуй, Казань. Что не можно деться, даже нужно вчера, но бензопилой забывать с утра. Злая жена, изгорная опилки быта. Только все яснее слышно день ото дня, как над горизонтом стругина звеня, долгими кони серебряные копыта. Была полярная ночь, стояла в бреге коза, раздвинутых чукочьи уступили глаза, но сердце вело на путь, и разум был на чеку, луна прозрачная ртуть сбегала вниз по пленку, и голос пространства пел, узнавая: здравствуй, Казань. Здравствуй, Казань. Слышал я, что ты учился спать на снегу, после слышал я, ты встал в ухо снегу, и молилась дней, но вдруг огласит легенда. Как и полагается, тут взнос стремена, все как полагается, пославшина, хороша эта сказка из легенда. И в амазонских лесах Казань гуляла наяву, и государь в лесах возьми с Камчатки в Москву, с вулканический бар, навел восточный рассвет, из золотой юга бродил по прелой листве, и голос пространства пел, узнавая: здравствуй, Казань. Здравствуй, Казань. Время стало, сказка вернулась. Здравствуй, Казань. Здравствуй, Казань. Вот не зря все-таки мы собрались в этот замечательный день. Мы вот каким-то чутьем, видимо, почувствовали, что сегодня день рождения такого замечательного человека, чьи песни мы все очень-очень любим. Да, Александр, мы вас поздравляем с более чем успешным дебютом. Похлопаем Александру еще раз. Бурные аплодисменты! Авторская песня имеет особенность по сравнению, наверное, со всеми другими видами исполнительного искусства. Авторская песня — творчество коллективное. И поют авторскую песню тоже, как правило, коллективом. Ну, как минимум, дуэт. И поэтому сейчас я приглашаю к нашему микрофону дуэт Марина Клюева и Николай Сюткин. Дуэт готов? Дуэт готов.
Если вы слышите знакомые песни, ну хотя бы знакомые отдельные слова, подпевайте, люди, подпевайте. Петь очень полезно для здоровья. Да, все микрофоны работают, просто если вторая гитара... Не только баровский, не только творческий, но и супружеский. Поэтому напишу я сама. А вы прямо вместе, слава Богу. Ну, наверное, поэтому... Тут начали об осени. Наверное, ни для кого не будет секретом. Пожалуй, это многих любимое время года. У меня тоже. Тут я не оригинальная. Программа под дождь. В ветвях деревьев сливовая осень. Роняет дождь. Пузырится в луже, что очень-очень так тихо до рассудишь. А я хочу, чтобы закричал ты громко, признание, так приятно, и чтобы ощутить себя девчонкой, я притворяюсь, что лично не меня, что слышу я теперь совсем уж плохо. Сказала на оба уха, ответил. Люблю тебя, говорю, не притворяйся, будто ты старая. Вот так идем под зонтиком, как ночью. Прохожих звонким смехом удивляя. Ветреная осень тоже хочет знать, что мы вдвоем с тобой узнаем. Вдруг ветром выворачивает зонтик, так осень проявляет любопытство. Цветей на горизонте, но мы бежим с тобой до сушить. А осень листья в спину нам швыряет, и тихо вдоль ветер подвывает. И свою страсть не скрывает, что мы идем с влюбленными глазами. Наверное, все-таки хотелось бы снять что-то из классики жанра. Может быть, не совсем классики. Кто хорошо знает авторскую песню, тот поймет. Стихи, более вероятно, сентиментальная беседа. Ну, Тань, ты поймешь, почему не совсем Александр Суска? Будет стужа веет от земли. Ладно, приведи, что прошли. Глаза закрыты, уста домые. Слышать можно шепот едва ли. Двух призраков на волну становится. О том, что было много лет назад. Ты помнишь наши прежние свидания? Воспоминания. Тебе я снюсь трещишь в ответ, когда мое раздастся имя.
Блаженство наше было столь безмерно. Мы целовались наши. Надежда, как лазурь, была светла. Поля туманным, призраки пропала. Призраком наполнился леса. То, что было много лет назад. Мы часто спорим с коллегами по цеху, так сказать, стоит ли точно один в один петь вот это как раз Вот на этом я как-то Александр Алексеевич Границкий, я ему пожаловалась, что меня в клубе ругают, что я неправильно пою песни. Да. А он мне сказал, пой как поется, фольклоризация называется. Поэтому я предпочитаю писать, поскольку сама пишу, слава Богу, да? Поэтому как-то предпочитаю петь свои песни. Во всяком случае, авторы, которые живы, если где-то меня встретят, ну, я буду, да, я буду зла. Вот. А те, кто, к сожалению, уже умерли, проблема перевернулась. Что как-то так. Поэтому сейчас уже авторская. Разговор с музой, да. Ну, с музом своим. Дуэт. Усталость есть, но нету наслаждения. И вспомню, как хочется труду. Не посетил нынче вдохновение. Быть может, после, может быть, потом, когда уже улягутся тревоги, когда уже вздохнет спокойно грудь, когда устанут греческие боги, препоны ставить, удлиняя путь. Когда моя блаженная Итака дождется Одиссея своего, испытанного негой и дракой, вкусившего и злобу, и добро. Все на свете правильно измерив, и все на свете разделяя верно. Отдельно мухи и отдельно суд. Я встретил музу у дверей таверны и улыбнулся краешком. Монет сужу. Пренебрежешь цепями Гименея. Нет, материально музу поддержу. Я знаю точно, Бог нас не осудит. Ворчание твое перетерплю. Художник пусть чуть-чуть голодным будет, а музу я от пуза накормлю.
От ревности душа не холодеет, раз муза здесь, так напишу сонет. Пусть только пояс верности наденет, в любви известно, музам веры нет. Я в сумерках готовлю скромный ужин и за стихи судьбу благодарю. Как хорошо, что с музою и мужем вечернюю я трапезу делю. Извините, так бывает. Спасибо. Вот, сознательно. Ну, вот у нас тут как бы, они, конечно, родственные, душевно и исторически, два таких объединения, поэтому я, честно говоря, не со всеми присутствующими знакомы хорошо, поэтому я попрошу Дану выйти ко мне сюда и спасти меня. Да, спасти ситуацию, представить нашего следующего выступающего. А сейчас я хочу представить вам замечательного человека, удивительного. Мы его очень любим. Мы его называем Палыч, мы его называем Валерий Павлович, мы его называем Апрель. Вот, наверное, это вот самый-самый любимый человек в нашей палате номер 6, причем любимый у всех. Такое бывает очень редко. Он замечательно пишет стихи, но больше всего он пишет песни, но больше всего, более всего он удачен в написании таких вот сказок для взрослых. У него даже вот вышла книжка в прошлом году вот этих вот сказок. Поэтому Валерий Павлович, вот, покажи, давай. Вот такая вот книжка «Сказки Палыча». Кстати, можете по рядам пустить, посмотреть. Вот. А Валерий Павлович тем временем у нас возьмет гитару в руки, гитару в зубы и в ноги, и вообще вот куда только можно, да, и споет нам с запасом. Да, он пришел со своими шпаргалками. Нет, шпаргалки на самом деле, в нашем деле шпаргалки вещь необходимая, потому что мозги, они не резиновые, время идет. Какой твой друг, какую песню больше всего любит, запомнить трудно, потому что со временем друзей становится все больше и больше. И поэтому всегда обязательно появляются песенники. Вот видите, как человек серьезно готовится с собственным пюпитром и вообще... Ну, давайте, Валерий Павлович, уже порадуйте нас. Да. Хочу начать немножко без гитары. Ага. Я вообще редко пишу на эту тему. Тема про любовь. Может, к музе. Может, к музе. Вот так вот все пишут, а Валерий Павлович не пишет про любовь. Нет, я в основном Серьезный вокруг, человек, да, около. серьезный, деловой. Это, можно сказать, тоже дебют, потому что этого никто не слышал, то, что я здесь написал. Что случилось? Я не знаю. По тебе я вновь скучаю, даже не закрыв глаза, вижу пред собой тебя. Твое лицо, на нем все видно, аж становится завидно восторг, смущение, ощущение, твое взаимное влечение и эти дивные глаза, которые забыть нельзя. Нельзя нам быть с тобою, а хочется ночной порою пройтись с тобой по набережной опять, обнять тебя слегка, небрежно и говорить, шептать, мечтать или просто вместе помолчать, найти знакомые созвездия, а главное все это вместе, с тобой одною навсегда, но так не будет никогда. Я прошу зато простить, как можно тебя не любить. Люблю как лучшую подругу, а в душе как будто вьюга. Ну не то я говорю, просто я тебя хочу. Хочу я вновь тебя увидеть.
своим хотением не обидеть, то виноват тестостерон. Всю жизнь мужчиной правит он, а мне бы просто где-то с краю увидеть мельком, я не знаю, как мне все это объяснить, ведь, как ни странно, это жизнь, и это страсть, это влечение, оно подобно наводнению, то тихо, гладко, ровно все, и вдруг как будто бес в ребро. И даже повода не надо, достаточно всего лишь взгляда, ну и открытая душа, и в мыслях, как же хороша. Но поздно, поздно тебя встретил. Я ж за других теперь в ответе. Да и ты сейчас не одна, и у тебя своя семья. Но, говорят, мечтать не вредно. И ты простишь меня, наверное, за правду и за прямоту, за слог корявый на слуху, за то, что ты надежды щит, а я всего лишь крановщик. Да, вот посмотрите, какая у Валерия Павловича удивительная гитара. Она вся с автографами. И, видимо, замечательная история. Расскажите нам, Валерий Павлович. Это было в позапрошлом году. В 18 году было. Приехал я на берег Дружбы. И я, честно сказать, на гитаре играть не умею. 3 аккорда выучил, это в 71 году. И когда я первый раз взял гитару, мне сказали вот эту вот, выучи песню вот эту вот. Ой, до сих пор не знаю. Короче, в Ополе березка стояла, я ее месяц учил. Мне сказали, слуха у тебя нету, нахрен вообще. Но я был влюблен. Понимаете, любовь, она с человеком чудеса делает. Я с 71 года вот упорно до сих пор учусь. Выучил 3,5 аккорда. И вот с этими 3,5 аккорда в 18 году я вышел на сцену и спел свою песню «Поцелуй» на фестивале «Берег Дружбы» в Тамоте. Да, он, который идет вон там. И мне дали за это гитару. Я не понял, почему. Сказали, заворожил, обворожил, но это уже другая история. Да, вот это вот, так сказать, премия от Дорожного радио. Очень хорошая гитара, правда, пришлось немножко ее подремонтировать, но это уже другой вопрос. Так, а сейчас вот я хочу, почему-то я вот 40 с лишним лет за рулем, и почему-то не писал об этом, о своей работе. Ну, про кран писал, там стихотворение, то все, а то, что вот именно ездил, очень много интересных случаев, как обычно, дорожных, И вот буквально лежа в больнице, не так давно думаю, дай-ка я это напишу после операции. И вот написал такую песенку, и хочу ее спеть. Опять пошли на затяжной мы с парки на 2 маза. И вроде и подъем простой, движок ревет, зараза. Чуть сбросить газ, всего до 2, и на хребтину влезть, и уж захватывает дух от красоты на месте. Прошли легко, уж полпути, а дальше все известно. Лишь бы какой-нибудь дебил не кинул нас по новой. Мы в прошлом рейсе 7 часов стояли над Урае. КамАЗом положил засов молодой в начале. Там надо было газовать всего-то метров 30, а он на тормоз шлифовать и в панике забился. Фуру положила точь-точь от скалы до края в ясную январскую ночь за полтинник давит. Хорошо хоть сам живой не слетел с обрыва.
Видно, нужен в жизни он, ждет, видать, девчина. Да хорошая, крепка, вера ее в парня, так и спасает паренька, сама того не зная. Я вот что хотел этим стихотворением сказать, что вот вера, именно вера в своего друга, парня, в мужа, не знаю, товарища, который едет, очень помогает в дороге, очень помогает в командировках в этих, потому что вот с 40 с лишним лет, я считаю, лет 15, наверное, все вот в таких вот в командировках, в поездках, везде далеко. Ну и все, по-моему. Хватит. Хватит? Я могу, конечно, тут Хватит? целый вечер, но... Ну, мы тут все можем целый вечер. Но, я говорю... Вашу любимую песню. Ну, давайте вашу любимую. Свою любимую. Свою. Как ни странно, я, как сказать, человек веселый, но любимые у меня почему-то песни такие печальные, потому я лучше их любимую спою. Ну, хорошо. А вы уж тогда, господа, подпевайте. Да? А ну, можно. Попробуем. Поцелуй. Движение тела, только губы протяни. И вздохнув адреналина, ты подругу обними. Все вокруг тебя процессы прекращаются тогда. Над тобою птицы счастья, воспарит твоя душа, воспарит ты в поднебесье, встретит яркую звезду. В космос вырвались вы вместе, чтобы крикнуть «Я люблю!» Я люблю сказать потише, а потом и прошептать, опуститься чуть пониже, свое тело отыскать и поняв, что она тоже в эйфории от тебя, взлететь снова и, быть может, там остаться навсегда. Счастлив тот, кто так целует, или раньше целовал, значит, он еще летает. Или помнит, как летал, поцелуй движение тела, только губы протяни. И вздохнув адреналина, ты подругу обними. Браво! Браво! Кстати, могу сказать, что после этой песни жюри фестиваля «Берег дружбы 2018» они просто лежали под столом и на столе кто где только мог. Вот все здесь помнят эту ситуацию. Ну а сейчас хотелось бы пригласить сюда замечательного исполнителя, просто хорошего, доброго парня, Кирилл Долинский. Спасибо за столь лестные слова. Тут зашел вопрос о юбилеях. Я вспомнил, что недавно был юбилей у еще одного хорошего мужика. Ну, наверное, каждый житель нашей страны так его может назвать. Ну, так или иначе может. Была такая книга «Мой Пушкин». Наверное, у каждого стихотворения и песни есть, наверное, своя такая история. Ну, там, скажем, «Мой Бог» или «Мое прощание с горами», «Моя любимая песня» и так далее. Это была старая пластинка фирмы «Мелодия». И вот в 1900 лохматом году я впервые услышал Владимир Высоцкий.
Песня о новом времени. Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу, унося седаков. Наше время иное, лихое, но счастье, как в стае щи. Их в погоню летим, мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарища нет. Будем дальние долго огни принимать за пожары мы. Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов. Про войну будут детские игры с названиями старыми. И людей будем долго делить на своих и врагов. А когда отгорохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони устанут под нами скакать, когда девушки сменят шинели на легкие платьица, не забыть бы тогда, не простить бы и не позвать. Посмотрел фотографии, вспомнилась еще одна моя любимая песня. Олег Митяев. Тот день. Из черной стереоколоночки к вам запахом озерной лилии, как дым из пузырька без пробочки. Пусть долетит в размытых линиях тот день купания и пения, лугов июльское молчание и светлячков ночное бдение, не ожидающих прощания. Ну а мне сидеть, скрипеть у окна пером гусиным и вином не магазинным в прошлом веке душу гореть и печально наблюдать в белом облачном багете ту, что лишь в другом столетии предстоит еще узнать. Не получили мы прощения за сны в вагоне окаянные. В ту ночь нам были откровения, да думаю, что мы были пьяные. А что на языке у пьяного, то на уме всегда у трезвого. Но трезвым я не помню дня того. Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и по ним устроить так, чтобы все избыть вдвоем, что положено на свете, никому притом, заметьте, не на лав, не на пятак. Из черной стереоколоночки к вам запахом озерной лилии, как дым из пузырька без пробочки. Пусть долетит в размытых линиях тот день. Ну и последняя такая поэтическая кредо любого пишущего человека, который, ну вот, это видеть мир не таким, какой он есть. Разноцветная Москва.
У окна стою, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета, и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошнику метро подает апельсины цвета беж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошнику метро подает апельсины цвета беж. А в троллейбусе мерцает окно, пассажир, как цветное кино. Мне, друзья мои, ужасно смешно наблюдать в окошко мира. Этот негр из далекой страны так стесняется своей белизны, и рубают рядом с ним пацаны фиолетовый пломбир. Этот негр из далекой страны так стесняется своей белизны, и рубают рядом с ним пацаны фиолетовый пломбир. И качает головой постовой, он сегодня огорошен Москвой. Ничего-то он не поймет сам не свой, будто рыба на мели. Я по улицам иду, хохочу, мне любые чудеса по плечу. В фонаре свисают, ешь не хочу, как бананы в Сомали. Я по улицам иду, хохочу, мне любые чудеса по плечу. В фонаре свисают, ешь не хочу, как бананы в Сомали. У окна стою, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета, и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошнику метро продает апельсины цвета беж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, вот дает, и латошнику метро продает апельсины цвета беж. Браво! Спасибо. Что-то вы, товарищи, как-то хило подпеваете, скромно так все, как будто на концерте сидите симфонической музыки. Ну что ж такое-то, вообще безобразие. Давай. Скажу, отнимаю микрофон. Ну что ж, добрались мы, наверное, до самого такого с причинкой вкусненького. Все, ждала время, выжидала. Ну что ж, приглашаем сюда человека, который, наверное, для меня оказался в свое время таким вот прям старшим, таким мэтром, потому что он был по одной простой причине. Во-первых, сначала потому, что он был в Ленской волне дольше, чем я. А во-вторых, он просто хорошо, замечательно поет. Олег Милюков, прошу на сцену. КСП «Ленская волна». Даночка, мы с тобой, видимо, слышим друг друга мысли, потому что я тоже хотела сказать, что дайте барду гитару. Я на воображаемой гитаре же репетировал. Ах, вот так, то есть на настоящей уже нет, да? Или широкий гриф тебе нужен? Слушай, я все равно ни на какой не умею. Вы помните все, конечно, что в 90-е годы была масса всевозможных объединений, художественных, литературных, музыкальных и так далее. И вот в 1900 лохматом году из литературного объединения «Белая лошадь» к нам пришла очаровательная пара, которую мы, конечно, сразу полюбили, особенно вот Олега Борисовича. Он и сейчас красавец, но тогда он был еще красивее. Олег Борисович, мы... Сейчас он пиджак надел уже. Да, вот сейчас он пиджак надел. Да, давай. Ну, сначала расскажу, что откуда начиналось. Ну, начиналось все в Москве, с пионерского лагеря, в котором я был вожатый. Я был совместно, он тогда назывался Московский поющий институт, на самом деле педагогический, но почему-то все расшифровали его поющим, там Висбор оттуда вышел, Ким. И, соответственно, репертуар у вожатых был вот бардовский. Я тогда, правда, этого не знал, это было в общей куче все. Я потом с тетрадкой с Москвы приехал, у меня там все поперемешано было. Но перед тем, как приехать сюда, я был у родственников в Пскове, и на фестивале, ну и говорит, у нас тут фестиваль, ты же на гитаре играешь, у нас фестиваль, тут идет авторская песня, сходи. И я пошел,
И я обалдел. Там так интересно, так здорово пели. И я вот тогда в первый раз узнал, что такое бардовская песня. И тогда у меня память была хорошая. Я вот одну песню запомнил прямо с листа. Ну, еще одну мне там понравилось, про войну Александра Васина. Я ее потом нашел в книжке, выучил. Да. Но одну вот такая легкая, веселая, задорная про меня была. Я ее запомнил наизусть. И потом с этой песней выступал в клубе. Ну и вот. Отчего на голове не растут цветочки, а растут они в траве и на каждой кочке. Если волосы растут, значит их сажай. А чего сажать цветы мне не разрешают? Хорошо бы сделать так, срезать все кудряшки, на макушке красный мак, а вокруг ромашки. Хорошо бы сделать так, срезать все кудряшки, на макушке красный мак, а вокруг ромашки. А сестренке бы своей посадил я розы, нет цветов прекрасней роз, а сестренка в слезы. Я все маме расскажу и спрячу, вот возьму и посажу ей за это кактус. Хорошо бы сделать так, срезать все кудряшки, на макушке красный мак, а вокруг ромашки. Хорошо бы сделать так, срезать все кудряшки, на макушке красный мак, а вокруг ромашки. А себе б я посадил ландыши, гвоздики, научиться бы еще сеять землянику. Вот была бы голова, что надо, лес, кусты, трава, дрова, тишина, прохлада. Хорошо бы сделать так, срезать все кудряшки, на макушке красный мак, а вокруг ромашки. Хорошо бы сделать так, срезать все кудряшки, на макушке красный мак, а вокруг ромашки. Такая веселая была песня. Ну, а потом, как уже вот девушки сказали, я приехал в Якутск и начал искать что-нибудь, куда пообщаться с народом. Сначала в газете объявление, литературный клуб, «Белая лошадь» приглашает. Ну, тогда это газета «Молодежь Якутия», когда организовала. Вот. И параллельно как-то я узнал, что вот еще есть Ленская волна. И сначала я туда пришел, потом пришел там и рассказал. И да, и моя будущая тогда еще не была жена. Мы еще 2 года вот так вот ходили, посещали клуб Ленская волна, пока вот не поженились. И, в общем, там был такой действительно Станислав Кренблит, который периодически писал очень красивые песни. Мы их тоже любили, пели. И вот одну из них, например, я воспоминания спою. Кто знает, подпеваем. Подпеваем, господа, подпеваем. Поздним ли вечером, утром ли ранним, шляпу немодную заломив, бродят по городу воспоминания и заговаривают с людьми. То отдыхают, усевшись на проводе, то кувыркаются прямо в снегу. Помните, 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 только и слышу на каждом шагу. Помните, 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 только и слышу на каждом шагу. Может быть, здесь, возле этого здания, мимо которого нынче иду, стану я тоже воспоминанием, буду сидеть на скамейке в саду. Я постараюсь не ныть и не хмуриться, бодро держаться, как будто я жив. Буду бродить по бульварам и улицам, шляпу немодную заломив. Буду бродить по бульварам и улицам, шляпу немодную заломив. Буду бродить возле вашего дома я, но до того истончусь, что как знать. Вы меня прежде такого знакомого
сможете вспомнить, но не узнать. Вы меня прежде такого знакомого сможете вспомнить, но не узнать. Поздним ли вечером ну, давайте попробую вспомнить что-нибудь из своего, хотя давно ее и не пел. Песня посвящается жене. Когда проснешь друзей моих давно по белу свету разбросала, но лица их, но с каждым годом лица их мне вспомнить все трудней. Лишь блеск в глазах твоих изменчик время не меняло, и потому зову тебя я светлостью своей. Проснешься рано утром, чтоб успеть все до работы, умыться, причесаться, накормить, собрать детей. Увидев это солнце, начинает круг почета. Вот почему зову тебя я светлостью своей. Здесь самолеты прилетают ночью, я на посадку, заходя крылом, в твое окно направлю лунный зайчик и поцелуй вложу в воздушное письмо. Тарелки протираешь от фамильного сервиза и представляешь, скоро будет полон дом гостей. Ты даже в этом деле благородна, как маркиза. Вот отчего зову тебя я светлостью своей. Наверняка ты постареешь поздно или рано, но только красота твоя с годами все ясней. А имя у тебя такое светлое, Светлана. Вот отчего зову тебя я светлостью своей. Здесь самолеты, прилетая ночью, и на посадку заходя крылом, в твое окно направят лунный зайчик. Я поцелуй вложил в воздушное письмо. Я поцелуй вложил в воздушное письмо. Спасибо. Светочке от нас привет. Мы ее любим. Этого человека эту женщину мы очень давно-давно зазывали, последние 2 года точно, зазывали в свои ряды. Она у нас сопротивлялась, она отнекивалась, она говорила, что у нее очень много работы, она устала, и она уже давно-давно не поет, она отошла от этого дела. И в конце прошлого года нам наконец-то удалось ее заманить в наши бардовские сети, но тем более, что она не чужда поэзии, не чужда
музыке. И я помню, что мы с ней познакомились на фестивале-конкурсе «Серенада Снежной долины» в 2001 или 2002 году. И там она стала номинантом, номинация «Верность традициям», если я не ошибаюсь. Анна Павлова. Анечка, ты где? Она была вот где-то тут. Она не могла сбежать, она, может быть, отошла просто. Но пока мы ждем Аню, вот тут кое-кто мне сказал на ушко: ой, все такие взрослые, и вот поют все такие взрослые, с молодых совсем нет, а есть, между прочим, молодые. И у нас здесь сидит вот прям друг наш хороший, замечательный, Евгений Беляев. Женечка уехал в Зырянку, поэтому вот как-то так совпало, что сейчас он в городе Якутске, у нас все такой замечательный бар-квартирник, и мы его давно не слышали. И когда он уезжал из города Якутска, он еле-еле умел брать 2 или 3 аккорда. Один. Теперь посмотрим, чему он научился за это время в Зырянке. Долгими зимними колымскими вечерами. Да. Прошу любить и жаловать. Женечка Беляев. У меня образовалась спонтанно такая замечательная соведущая, прекрасная просто. Пожалуйста. Ну, немножко расскажу всем вообще, рады, всем. как я к вам попал. Да, сидит Маша. Маша, привет, я тебе ручкой машу, ты меня не видишь. У нее, можно, да, рассекретить твой статус в палате? Статус у нее продюсера, она у нас умеет находить все, что надо. Вот. И что не надо. Людей, место, она находит все. И вот так вот она когда-то нашла меня, она услышала, что я пишу стихи, говорит, поехали с нами. Я говорю, куда? Она говорит, в Томут. Я говорю, это где? Она говорит, это там возле Алдана. Я говорю, хорошо, ладно, поехали. А что я туда поеду? Он говорит, стихи будешь читать. Я говорю, ладно, поеду, стихи почитаю. Вышел, прочитал стихи, мне член жюри. Да. Нет, я его так это... Я, конечно, отношусь к этому имени хорошо, все, потому что его те слова просто, банально, избито. Наверное, подтолкнули, стали тем хорошим пенделем, который, заставил меня, как-то развиваться в этом деле. И на сегодняшний день об этом вот я нашему Валерию Павловичу сейчас сказал на ушко, вам еще не говорил. У меня записано 3 песни, вот, в студии. На гитаре я играю плохо, поэтому прошу строго не судить. А песню, которую сейчас сыграю, вы ее все знаете, 100%, это Юрий Кукин «За туманом». Да, играю я ее по-своему, потому что я ее до этого, в принципе, никогда не слышал. Мотив мне подсказала бабушка, ей очень нравилась эта песня. И для нее я, чтоб не соврать, наверное, 4 раза в неделю я рядом с ней сидел и играл эту песню. Поэтому сейчас у Саши возьму гитару и попробуем. Нет, если честным быть, то 12 лет я учился играть на гитаре, и 12 лет я знал только 3 аккорда, эти вот частушки, все. Прошу строго не судить. Надо еще мотив вспомнить. С ноября месяца гитару в руки не брал. Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собой мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Слова-то тоже не знаю. Сейчас.
Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы солнца, их ты песни и дожди. Пусть полно набиты мне в дорогу чемодан, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Народный фольклор утверждает, что за деньгами едут только дураки. Да. Вот поэтому уехал на Колыму, там, где романтика. Колыма прекрасное место. Да, все. Особенно в низовьях. Еще, пожалуйста, Евгений, народ требует. С авторской? Да, вот вы сами признались, что... Я же их в студии записывал, я просто напел, а мне сыграли. Да. Ну, кто меня... Они, видать, меня плохо знают. Я ни одного своего стиха наизусть вообще не знаю. Вот. Помогите, тут пожалуйста. Игорь не поможет сейчас... Ну, если даже Игорь не поможет. Так, я предлагаю Анне дать, вот как вы хотели, вот у нас она вернула. подошла А я Анна. пойду как раз сейчас попробую вспомнить хотя бы аккорды. Хорошо. Вот Анна вернулась к нам, ура! Встретим ее аплодисментами. Мы вас звали, а вас не было. Я очень технично, оказывается, свинтила в этот момент. Честно говоря, прохладно, да, несколько? Не находите? Да. Пошла так, погрелась немножко, подвигалась. Ага, а то аж пальцы замерзли. Вот. До сих пор, представляете, еще даже не знаю, что исполнять. Потому что очень много хочется, но мало чего можется. Очень вредно, оказывается, надолго оставлять гитару без дела. Соответственно, руки тоже. Соответственно, все пропадает, мозоли и прочее, этого ничего нет. И с памяти тоже много чего теряется. Если мне кто-то вот слова будет подсказывать, да, потому что я говорю то, что сочинено, вот все, мне кажется, это со мной согласятся, все, что сочинено самим, то очень быстро забывается на самом деле. Правильно? Так, да. Вот. Ну, если постараться, то можно, конечно, вспомнить. А вообще, вот для начала я бы хотела, раз пошла такая, такие, да. Хотела я сказать, вспоминаем мы классику жанра сегодня, да. Вообще хочу сказать, что я, к сожалению, сегодня единственный представитель более старого, скажем, КСП. Был такой клуб самодеятельной песни «Стерх» в свое время, да? Да, вот, как бы, к сожалению, я тогда, видимо, тоже выходила греться, поэтому я не слышала. Вот. Буквально мы совершенно немного с девочками, тоже студенты в то время были, да, посетили где-то в течение где-то 1,5-2 лет, да. Но этого нам хватило, чтобы навсегда влюбиться в бардовскую, в авторскую песню, в классику, в исполнителей, в авторов. Вот. Ребята нас научили играть на гитаре, научили прекрасным песням многим.
Вот безвременно ушедший, к сожалению, Володя, наш руководитель, президент тогда, да, Егоров, ага, замечательный. Вот сегодня мы будем исполнять его песню о нашем городе Якутске, вот с Игорем, да. Вот. А сейчас я хочу вспомнить песню «Таганай». Я думаю, что все ее знают, вот, и мне подпоют. Пусть сегодня меня потеряет родня, я уйду, когда все еще спят. Лишь штормовка пропавшая выдаст меня, и рюкзак со стены будет снят. Это значит, меня бесполезно искать, занедужил я, лекарь, мой путь. Будет ветер мою шевелюру трепать и толкать, как товарища в грудь. Как янтарными струнами в песе дождя ветер мачтами сосен играй. Пусть в походную юность уносит меня Таганай, Таганай. На вагонном стекле непогожий рассвет чертит мокрую диагональ. Среди туч настроения проблесков нет, и на стыках стучит магистраль. Словно сердце стучит, как стучало тогда, когда мы убегали вдвоем. А быть может, в соседнем вагоне одна ты любуешься этим дождем. Как янтарными струнами в пьесе дождя ветер мачтами сосен играй. Пусть в походную юность уносит меня Таганай, Таганай. Разгоняйся, мой поезд, пусть дождики льют, но какой же я к черту старик. Это станции взять нам разбег не дают, их стеклу желтый листик приник. Как янтарными струнами в пьесе дождя ветер мачтами сосен играй. Пусть в походную юность уносит меня Таганай, Таганай. Как янтарными струнами в пьесе дождя ветер мачтами сосен играй. Пусть в походную юность уносит меня Таганай, Таганай. Спасибо вам за то, что поддержали. Так, как-то высоковато, нет, микрофон? Такое ощущение, что хочется тянуться как-то высоко. Так, ну и вторая классика жанра, это наш бесценный Александр Городницкий. Дай Бог ему долгих лет и здоровья, да? Всеми нами любимый. Я хочу исполнить его песню «Дороги», которая была написана, к сожалению, она там не прозвучала к постановке романа Чингиза Айтматова, да, «И дольше века длится день», да? Вот. Ну, поэтому, ну, как бы, соответственно, знаете, содержание, ну, достаточно, ну, не то что мрачно, но такая, скажем, суровая вещь. Мне очень нравятся в этой песне такие литературные реминисценции, особенно на слово о полку Игореве. Небеса ли виной или местная власть, от какой непонятно причины мы куда бы ни шли, нам туда не попасть, ни при жизни, ни после кончины. Для чего ты пришел в этот мир, человек, если горек твой хлеб и недолг твой век? Между дел ежедневных и тяга бесконечно колючками крытая степь,
пересечь ее всю никому не успеть ни за день, ни за месяц, ни за год. Горстку пыли оставят сухие поля на подошвах от странствий стертых. Отчего нас, скажите, родная земля ни живых не приемлет, ни мертвых? Ведь земля остается все той же землей. Станут звезды, сгорев на рассвете золой, только дыма останется запах. Неизменно составы идут на восток, и верблюда качает горячий песок, и вращается небо на запад. И куда мы свои не направим шаги, и о чем не заводим беседу, всюду коршун над нами снижает круги, и лисица крадется по следу. Для чего ты пришел в этот мир, человек, если горек твой хлеб и недолг твой век, и дано тебе сделать немного? Что ты нажил своим непосильным трудом? Ненадежен твой мир и не прочен твой дом. Все дорога, 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 все дорога, 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 все дорога, дорога, дорога. Будете смеяться, но это была одна из первых песен, которую я выучила вообще. И теперь мы с радостью приветствуем на нашей сцене Игоря Петрова. Бурные аплодисменты. Да, как я и говорила, что мы хотим исполнить для вас песню нашего незабвенного руководителя клуба «Стерх» Володи Егорова, которая называется «Мой седой Якутск». Вот. Да, есть у него и «Мой Сергелях», вот, а это вот, да, песня о Якутске. Ну, мы хотим исполнить ее, скажем, в своей интерпретации, потому что, конечно, как Володя никто не споет, естественно. Да, бывает. Срывается. Гулких мостовых чурочный настил, помню несколько твоих каменных домов, помню теплый пыли пух в улочках кривых, помню и Ледыгинской башни ветхих лестниц скрип, помню. Ты исчезаешь, деревянный, древний мой Якутск. С тобой прощаюсь, легкой грусти не тая. Твой милый сердцу облик старый сберегу. Достойна гордости история твоя. Свист певучих стрел и кандальный звон, помнишь? Первый алый стяг, грозный гул атак, помнишь? Как в горнило войн провожал отцов, помнишь? Как надрывен стон безутешных вдов, помнишь? Спят вечным сном в могилах братских сыновья твои, в объятиях доброй, всепрощающей земли. Они в сражениях жестоких полегли, но жизнь планеты от фашизма сберегли. Звук ее шагов, улицы твои помнят, окон зеркала, стройный силуэт помнят. Первую любовь ты мне подарил, мой город.
каждой встречи миг бережно хранит город. Кружил нас в танце на ладонях снежных площадей, В туманной мгле от глаз досужих укрывал, румянец зори дарил и сонный перезвон дождей. Безмолвие снега лунным светом устилал. На зеленый луг в изумруде трав выйду. В небе голубом жаворонков звон слышен, как прекрасный стех предо мной парит мой город, древний и седой, вечно ты куст молод. Спасибо. Потрясающая песня. Вообще изумительная просто. Почему она у нас не звучит нигде на День города? Ну вот однажды, ни разу ее не слышала. Я возьму это на вооружение. Готовьтесь к этому Дню города, наступающему в сентябре. О, Женя вспомнил аккорды. Ну, у нас как бы вот такая организованная программа подошла к концу, и объявляется свободный микрофон. Плиз, петь всем, кто хочет. Женя, пожалуйста, вы обещали, вы обещали. Договорились? На самом деле, я не стесняюсь, мне просто стыдно. Тут... Нет, ну, как бы, люди, барды действительно поют свои песни, играют красиво. Я ни того, ни другого делать не умею. Ага, вот так вот сразу гитары стали зачехлять резко, да? Ну, вообще, на самом деле, действительно уже почти 9 часов, так что я думаю, что мы долго не будем. И все, я думаю, замерзли, не только я. Я тебя украду у неба, я тебя украду у звезд, и омоют нам ноги реки, и построим мы друг другу мост. Я тебя украду у мира, его брошу к твоим ногам, сотворю из тебя кумира, никому я тебя не отдам. Я тебя заберу, украду света. Я тебя заберу, украду тьмы. Я тебя заберу, украду лето. Украду я тебя у зимы. Вот, вот и все, вот и все. Есть еще желающие у нас? Вот, есть у нас желающие. Представьтесь, пожалуйста. Да. Я сегодня, так сказать, можно, да? Я сегодня тут поставила себе задачу, что я все-таки спою. Дайте гитару.
На гитаре я не играю. Вот так. Подыграйте, помогите. Вот видите, сколько сразу спасателей нашлось. Ага. В общем, я специалист свободного микрофона. И песенки мои, значит, буквально вот, почему попою с листа, потому что мало того, что я их не помню никогда, и они буквально несколько дней им от роду. Песня называется «Пирожки». Я вас долго не задержу, они коротенькие. Я сегодня... Нет, подожди, сейчас, я даже не помню. Я сегодня приготовлю пирожки, начиню я их теплом своей души, обогрею своих путников родных, прилетающих на родину свою. Мой суровый край, ты хранишь тепло материнских рук, детства моего. Приезжайте за теплом родной земли, чтобы отведать яркий вкус этой зимы, побродить в туманной и родной красе и отведать пирожков в своей семье. Мой суровый край, ты хранишь тепло материнских рук, детства моего. Вот так, маленькое такое. Еще одно. Встретила товарища одного на дороге, предложил, говорит, пошли водку купить. Ну и у меня после этого, значит, песня. Не могу не пить, не могу я есть, я забыть хочу все, что было здесь, все, что было здесь, и сейчас со мной. Я забыть хочу, постой, не уходи, судьба моя, не уходи, любовь моя, не знаю я, не знаешь ты, как велика печаль моя. Постой, не могу я жить, так как раньше жил, в голове моей 40 сотен жил, 40 сотен жил, все сейчас во мне, я забыть хочу, постой, не уходи, судьба моя, не уходи, любовь моя, не знаю я, не знаешь ты, как велика печаль моя, постой. Вот такой. И еще последняя песенка. Извиняюсь за ваше внимание. Надо, правильно. Сейчас. Я закрою твою ауру, я открою тебе твой путь. Я закрою твою ауру, я открою тебе твой путь. Посмотри вокруг, мир чудесный вдруг распахнет врата тебе. Посмотри вокруг, счастье брызнет, друг. Посмотри, открой глаза. Посмотри вокруг, мир чудесный вдруг распахнет врата тебе. Я закрою твою ауру, я открою тебе твой путь. Я закрою твою ауру, я открою тебе твой путь. Посмотри вокруг, белый теплоход из мечты твоей плывет. Посмотри вокруг, ты откроешь мир, сердце чувствует тебя. Посмотри вокруг, белый теплоход из мечты твоей плывет. Я закрою твою ауру, я открою тебе твой путь. Я закрою твою ауру, я открою тебе твой путь. Посмотри в свой путь, обрети себя и открой свой мир, любя. Посмотри свой путь, обретешь себя и откроешь мир, любя. Посмотри в свой путь, обрети себя и открой свой мир, любя. Я закрою твою ауру, я открою тебе твой путь. Я закрою твою ауру, я открою тебе твой путь. Посмотри вокруг, мир чудесный вдруг распахнул врата тебе. Посмотри вокруг, счастье брызнет, друг. Посмотри, открой глаза.
о тебе. Я закрою твою ауру, я открою тебе твой путь. Я закрою твою ауру, я открою тебе твой путь. Все, спасибо. Вот. Настолько разнообразное явление, мама. Авторская песня, что мы сегодня вот такой уникальный случай, авторская песня акапелла. Потрясающе просто. Есть у нас еще желающие? Я, честно говоря, вот честно, очень надеялась зашарить. На самом деле, потому что не пела и тем более не играла я очень давно, и обнаружилось, что даже у меня вот и ремни, там, удавки и всякие прочие приспособления, они потерялись все. Вот. Ну, я попробую. Это вот возглас был «Пой, зараза, пока не удавили», да? Я приехала недавно. Хочу видеть лица. Спасибо. Я приехала недавно из славного города Омска, где живут мои друзья. И лишний раз я убедилась, что у меня самые лучшие в мире друзья. Вот, любимая, старая, добрая, очень любимая моими друзьями песня Юрия Висбора «Перевал». Просто нечего нам больше терять, все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь прошла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Просто прожитое прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Просто падают дожди октября, просто старый дом стоит средь лесов. Мы затопим в доме печь, мы гитару позовем со стены. Просто нечего нам больше беречь, ведь за нами все мосты сожжены. Все мосты, все перекрестки дорог, все прошептанные тайны в ночи. Каждый сделал все, что мог, все, что мог. Мы об этом помолчим, помолчим. И луна взойдет оплывшей свечой, скрипнут ставни на ветру, на ветру. Ах, как я тебя люблю горячо, годы это не сотрут, не сотрут. Мы оставшихся друзей соберем, мы набьем картошкой старый рюкзак. Люди спросят, что за шум, что за гром. Мы ответим просто так, просто так. Просто так идут дожди в октябре, и потеряны от счастья ключи. Это все, конечно, мне, только мне. Мы об этом промолчим, промолчим. Просто прожитое прожито зря. И не в этом, понимаешь ли, соль. Просто падают дожди октября, просто старый дом стоит средь лесов. Ну, ладно, тут тут есть люди, которые меня знают очень хорошо, лучше всех. Тот, кто меня знает, они знают, что я вовсе не музыкант, не ведущая, никто. У меня совсем другая профессия. И я точно знаю, что на Колыме хорошо. Поэтому такая песня, я очень люблю Арктику, такая песня про Арктику, Михаил Щербаков читает Джека Лондона. Кто знает, может попробовать подпеть. Там весь полярный день сияют белые снега,
Там в море обрываются крутые берега, там в белом океане непрозрачная вода и белые большие глыбы льда. Там северный олень несет роскошные рога, и белые медведи греют белые бока. Там над полярной тундрой проплывают облака. Все это вы увидите, пока светит солнце на Аляске. Светит солнце на Аляске. Там лемминги шныряют по прибрежной полосе, и пролетают стаи диких северных гусей. Полярное сияние во всей своей красе сверкает, чтоб светлее стало всем. Но белое безмолвие легло на острова, едва взмахнула крыльями полярная сова. От бесконечной белизны кружится голова, и замерзают на лету слова. На Аляске, на Аляске, на Аляске, на Аляске. Здесь за неделю можно стать богаче короля. Здесь прячет в недрах золото промерзшая земля. Мы прыгаем на берег прямо с борта корабля и роем снежные поля. Здесь даже время жизни измеряется песком золотоносной речки под названием Юкон. Погоня за наживой здесь единственный закон, который до сих пор не отменен. На Аляске, на Аляске, на Аляске, на Аляске. Спасибо. Спасибо большое, Витя. Ой, с непривычки, с отвычки, вернее, руки трясутся. Я бы очень хотела, чтобы в завершении